Вот так выглядит сегодня остановочный павильон по улице Ленина. Разбитые стекла на входных дверях, дыры в стенах. Уже не раз здесь были вырваны доводчики, сломаны камеры, видеонаблюдение и электронное табло. После прошлого разгрома остановка была приведена в порядок. Но, как мы видим, от него не осталось и следа. Здесь не лучше все поизрисовали, вон, двери сломали. Здесь дверь отремонтировали, теперь эту сломали. Ну так-то хорошо, зашел, хоть погрелся, даже посидеть можно. Только мне вот этот бардак не нравится. Гора мусора вот так была. Не знаю, кто сейчас убрал, но тут постоянно бардак. Соки пьют, кушают тут. Булочки валяются, со школы, видать, дети идут. Какой-то контроль нужен быть, какой-то сторож здесь должен быть все равно. То же самое мы видим на остановке через дорогу. Руки вандалов поработали и здесь тоже. Ну, остановка теплая, молодежь будет стоять, развивать окна. Так же получается. Нужно отправлять сотрудников полиции сюда и периодически проверяли остановки, выгоняли такое. Они грубят, старшие не слушают, такая у нас молодежь пошла. Делают все это подростки. На замечания окружающих, как правило, не реагируют. А дети-то бы еще вот такие были бы. Вот такие, вот все, вот такие. Ну, сколько там сидели на собрании. Они не слушаются, они сидят, все пинают, курят без конца. И там вот это вот стоит у нас 2 телевизора. Они даже не работают. У нас получается все обхаркано. 2 теплых остановочных павильона по улице Орджоникидзе и на автостанции и вовсе не работают. Они перестали нести свою основную функцию. Повреждены радиаторы, электропроводка вырвана. Там установили личности, тоже камеры, которые они и перед тем, как разбили эти камеры, тоже зафиксировали, кто. Сегодня мы, конечно, деньги нашли в бюджете, восстанавливаем и в регрессном порядке будем там, где мы определили виновных, там будем взыскивать по суду. Орджоникидзе, теплую установку ее разбомбили больше всех, наверное, да, там вообще места живого неба нету. Сейчас будем ремонтировать. Камеры видеонаблюдения в прошлый раз запечатлели виновников. Личности установлены. Все они будут привлечены к ответственности. Глава города отметил, что после ремонта камеры видеонаблюдения будут работать в новом режиме, что поможет оперативно фиксировать случаи вандализма и контролировать состояние объектов.